Совсем скоро в Сухуме при республиканской больнице начнет функционировать сосудистый центр. Его открытие – прорыв здравоохранения Абхазии, который выводит нашу медицину на новый уровень, говорят специалисты. Центр позволит эффективно оказывать помощь пациентам при остром коронарном синдроме и инсульте. Сейчас на территории республиканской больницы возводят отдельный корпус для установки ангиографа, высокоточного оборудования для диагностики сосудов. Он уже закуплен и доставлен в больницу благодаря поддержке российского руководства и договоренностям Минздрава Абхазии и России. Ангиограф обошелся примерно в 100 миллионов рублей. От идеи создания центра до его открытия была проделана большая работа. Это и финансирование, и кадровые вопросы, и внедрение новых технологий. Обо всех этих этапах мы расскажем вам подробно. Вы смотрите программу «Пациент». Мы выходим в эфир по вторникам на канале Абхазского телевидения. Мы с нуля строим полноценное здание, это эндоваскулярная операционная. По проблемам сердца и сосудов выезжают в год около 750 человек. Вот этой методике я обучался, чтобы уже воплощать все эти методики здесь, у себя на родине. Хирург-аритмолог в Абхазии. Могу выполнять практически весь спектр аритмологических операций. Специальность моя называется рентгеноваскулярная диагностика и лечение. Я посчитал это своим долгом вернуться на родину. Операционная будет располагаться здесь. Вот здесь будет стоять стол и вся рентгенологическая установка, которая называется ангиографом. Я считаю, что в правильном направлении идет медицина. Выводит уровень нашей медицины уже на более высокий. Без преувеличения исторический шаг. Эпохальное событие для нашей республики, для здоровья нашего народа. Идея создания сосудистого центра при республиканской больнице возникла несколько лет назад, когда стало понятно, что пациентов, нуждающихся в хирургическом лечении с острым коронарным синдромом и инфарктом, меньше не становится, а наоборот. Но чтобы приступить к реализации этой идеи, необходимо было провести огромную работу. Предстояло создать работоспособное профессиональное отделение кардиологии с круглосуточным дежурством в больнице, создать условия для лечения тяжелых пациентов, оснастить и упорядочить работу палаты интенсивной терапии, укрепить отделение реанимации и службу сосудистой хирургии и многое другое. И только после того, как вот этот объем работы был проделан, мы сумели подумать о том, чтобы появилась возможность открытия республиканского сосудистого центра. Сегодня в республиканской больнице есть полноценная профессиональная кардиологическая служба, которая работает круглосуточно. Также удалось с помощью наших друзей оснастить палату интенсивной терапии, которая впоследствии уже будет реорганизована в полноценное отделение реанимации для пациентов с острым коронарным синдромом и инфарктом миокарда. Также укрепить отделение реанимации, общий реанимационный блок, и укрепить и вывести на новый уровень работу отделения сосудистой хирургии. Кстати, службы сосудистой хирургии и кардиологии республиканской больницы была высоко оценена академиком Бойцовым во время его приезда в республиканскую больницу. В наших передачах мы не раз рассказывали о деятельности отделения сосудистой хирургии и его руководителя Анри Арнаута. Он несколько лет уже работает в республиканской больнице. За эти годы отделение заметно продвинулось в своей работе. Доказательство чему стало проведенные впервые в нашей стране уникальные операции. Например, по удалению бляшек в сонной артерии и аневризмы аорты брюшного отдела. Такие операции сейчас стали обыденными. Профессиональная команда хирургов отделения легко справляется с подобными клиническими случаями. Ранее больных с такими диагнозами приходилось вывозить в российские лечебные учреждения. Совсем недавно Анри Арнаут вернулся из России, где более месяца проходил курсы повышения квалификации. Сосудистая хирургия, она подразумевает не только выполнение открытых операций, она подразумевает еще и эндоваскулярные операции. И вот то, что
методом местной анестезии через внутрь сосуда мы через рентген-контроль смотрим, где участок сужения, и мы занимаемся этим участок сужения, лечим этот участок, ставим стенд или баллонно-расширяющую пластику делаем. Вот сосудистые хирурги в современной медицине, да, они выполняют вот эти вот виды тоже вмешательства. Вот я по этому поводу ездил на обучение. Это в Санкт-Петербурге, это больница Святого Георгия, там есть отделение и предсосудистой и эндоваскулярной хирургии. Там занимаются критическими ишемией, это пациенты, которые вот страдают с такими болезнями, как предгангрена, и чтобы не происходили ампутации, спасение конечностей, грубо говоря. И там, естественно, вот этой методике я обучался, чтобы уже воплощать все эти методики здесь, у себя на родине, в Абхазии, чтобы мы могли здесь уже эти виды операций, очень сложные, долгие, тяжелые, но с хорошим эффектом клиническим. По словам Анри Арнаут, ангиография даст возможность определить патологические участки в сосудах, оценить возможность проведения хирургического вмешательства и его объем. Ангиография позволяет провести полное обследование сосуда, выявить закупоривание, возможные очаги возникновения тромбов, место сужения и утончения их стенок. Данный вид исследования позволит проводить широкий спектр операций. Актуальность очень серьезная, и имея оборудование ангиограф и отделение эндоваскулярной хирургии, нам позволит оказывать помощь пациентам. Что касается также и сосудистых пациентов, это с острым тромбозом и тяжелые поражения атеросклеротического характера сосудов. Мы здесь, в Абхазии, на базе республиканской больницы в отделении сосудистой хирургии выполняем только открытые операции, это шунтирующие операции, но, к сожалению, большинство пациентов тяжелые, крайне тяжелые, и им общий наркоз или какой-то вид анестезии противопоказан относительно. И имея такое оборудование, нам позволит без наркоза выполнять такого рода операции. Энвер Зикир, заведующий палатой интенсивной терапии. Он единственный в Абхазии хирург-аритмолог. Прошел ординатуру в центре имени Бакулева по специальности сердечно-сосудистая хирургия. Работал в центральной клинике РЖД в Москве в течение 7 лет, а затем по своей специальности в Морозовской детской больнице. Год назад Энвер вернулся на родину и начал работать в республиканской больнице. Я могу выполнять практически весь спектр аритмологических операций, но в условиях строящегося у нас республиканского сосудистого центра мы сможем выполнять такие операции, как имплантации водителей ритма, имплантации кардиовертеров, дефибрилляторов, ресинхронизирующих устройств, то есть то, что связано именно с имплантациями, коррекцией нарушений проведения сердца, проводимости сердца. Значимость этого события, она очень велика для нашей республики в том плане, что и лечебные, и диагностические возможности в плане лечения сердечных и сосудистых заболеваний, они очень сильно расширяются. В наших стенах, соответственно, мы будем в первую очередь, это будет направлено, конечно, на борьбу с острыми коронарными синдромами, то есть предупреждением так называемых инфарктов миокарда, в том числе и нарушение периферического кровообращения. В общем, все, что связано с сосудами, будет возможно теперь в наших стенах лечить и диагностировать, соответственно. Сегодня в лечении пациентов здесь применяют тромболизис. Это способ растворения тромба в кровеносных сосудах с помощью лекарственных препаратов. Он используется для восстановления кровотока при инсульте, инфаркте миокарда и тромбоэмболии легочной артерии. Если у пациента наблюдается положительная динамика, его в дальнейшем отсроченно отправляют в Россию, а тяжелых больных для хирургического вмешательства экстренно. С открытием сосудистого центра такие операции будут выполняться на месте, ведь ангиограф дает возможность выполнять многие вмешательства эндоваскулярным, то есть малоинвазивным путем.
Для восстановления кровоснабжения не обязательно будет вскрывать полости или же конечности, добираясь до сосуда. В свою очередь это дает возможность вмешательств именно на самом сердце. Да? То есть вот те операции, о которых я говорил ранее, в плане имплантации электрокардиостимуляторов, это тоже эндоваскулярное с отчасти вмешательство, потому что именно вот электроды для стимуляции сердца, они будут проводиться через вены и устанавливаться там в правых отделах сердца. Вот. А непосредственно сам стимулятор, он будет находиться под кожей в области плеча. Самое важное это то, что при соблюдении определенных условий, временных рамок, да, мы просто можем спасать жизни, избегая последствий, которые могли бы возникнуть, не будь у нас этих технологий на сегодняшний день. Это касается восстановления кровоснабжения, допустим, сердца или конечностей, или органов, да, там, внутренних, вот, путем стентирования. Соответственно, мы предотвращаем непосредственно возникновение необратимых каких-то процессов, восстановив ток крови по поврежденному сосуду. Он может быть поврежден, может быть сжат там, и так далее. Это дает нам возможности справляться с этим без разрезов, одним словом. Знакомьтесь, молодой врач-эндоваскулярный хирург Дамир Джопуа, выпускник Кабардино-Балкарского медицинского университета. В 2016 году поступил в ординатуру в кардиоцентре имени академика Чазова по специальности рентген-эндоваскулярная диагностика и лечение. Дамир работал как в частных клиниках, так и в государственных. Стаж работы 9 лет. Последние 3 года работал в 3-й городской больнице Москвы. И вот уже 2 месяца, как доктор Джопуа вернулся на родину и активно включился в работу. Честно сказать, я пока что не планировал возвращаться так скоро. Но когда со мной связались руководство больницы, руководство министерства, и получилось так, что я единственный специалист из Абхазии, я посчитал это своим долгом вернуться на родину и помогать своим соотечественникам здесь дома. Все-таки, если не мы сами, то никто другой за нас это не должен делать, я считаю. И вот из таких, можно сказать, патриотических соображений я решил вернуться домой. И это что-то новое, я не считаю это откатом назад точно. Это что-то новое и интересное для меня, как для специалиста. Мы занимаемся все это время организационными моментами. Мы уже провели и собираемся проводить ряд тренингов с участием врачей первичного звена, скорой помощи, фельдшеров. Мы читаем лекции. Сейчас мы будем приглашать с районных больниц специалистов. Мы уже читали лекции всех районных фельдшерам скорой помощи читали. Теперь мы будем переходить на терапевтов, то есть врачей первого звена, вот первый медицинский контакт пациента с врачом. Мы хотим ввиду ускорить маршрутизацию этих больных для того, чтобы качество наших операций было гораздо лучше и эффективнее. Ангиографическое исследование охватывает сосудистую хирургию, онкологию, флебологию, неврологию и пульмонологию. Ангиография является золотым стандартом в диагностике и лечении атеросклеротических поражений коронарных артерий, аорты и ее магистральных ветвей, пороков развития артериальных и венозных сосудов. Основной поток пациентов – это пациенты с ишемической болезнью сердца, пациенты с критической ишемией нижних конечностей. Мы планируем заниматься с момента открытия нашего республиканского сосудистого центра вводителями ритма, устанавливать водители ритма, так называемые кардиостимуляторы, проводить радиочастотную аблацию при различных аритмиях, тогда, когда медикаментозное лечение уже не под силу. Уровень нашего центра ничем не будет уступать всем различным, даже московским городским учреждениям. У нас прекрасный ангиограф по всем современным стандартам оснащен. Проводить мы будем те же самые вмешательства, что проводятся как на периферии, так и в центральном округе России. Все будет оказываться такая же эффективная и качественная помощь
это будет точно. Но вы проводили что там такие операции уже? Все перечисленные мной вмешательства, они мной проводятся и будут проводиться здесь. Для открытия центра была проделана большая работа в плане подготовки специалистов и среднего медицинского персонала, и в том числе с привлечением службы скорой помощи. Ведь есть так называемый «золотой час» при инсульте. Это первые 60 минут после появления симптомов, когда оказание медицинской помощи наиболее эффективно и может значительно повлиять на исход. Чем раньше начато лечение, тем выше шансы на выживание и снижение риска осложнений. Чтобы не потерять это драгоценное время, Минздрав принял решение централизировать службы скорой помощи. Все последние месяцы кардиологи республиканской больницы читают лекции для фельдшеров скорой помощи. Цель и основная задача сейчас – это создание единой структуры по оказанию высококвалифицированной помощи больным с острым коронарным синдромом. То есть это станет возможно благодаря открытию при республиканской больнице ангиографического центра. И мы создаем тесную связь между фельдшерским звеном и кардиологическим. На базе республиканской больницы проходят обучение фельдшера. Пока что это фельдшера Сухумской скорой помощи. Они проходят обучение по подготовке к снятию ЭКГ, проходят теоретический курс. И создается такая тесная взаимосвязь для того, чтобы каждому пациенту с острым инфарктом миокарда была оказана необходимая высококвалифицированная помощь. Каждая скорая помощь оснащена аппаратом для снятия электрокардиограммы. Фельдшера скорой помощи в настоящий момент уже на 100% подготовлены, они прошли обучение, они владеют техникой снятия ЭКГ и знают, на какие симптомы надо обратить внимание и куда направлять данного пациента. Значит, при выявлении пациента с инфарктом миокарда фельдшер связывается с кардиологическим отделением, и уже здесь бригада кардиологическая ждет пациента для оказания ему необходимой помощи. То есть если раньше таких пациентов мы вынуждены были отправить за пределы Абхазии, то сейчас они эту помощь могут получить на месте. И это, конечно, очень большое благо для нашего населения. Кроме того, создан общий телеграм-чат со всеми кардиологами больницы и фельдшерами скорой помощи. При поступлении звонка от пациента ему на месте или по дороге снимают электрокардиограмму и скидывают всю информацию о состоянии больного в чат, где они получат указания по дальнейшим действиям. Это большая экономия времени, что позволит своевременно оказать помощь и спасти жизнь человеку. В настоящее время на долю сердечно-сосудистых заболеваний приходится около 40% всех смертей. Из этих 40% около половины приходится на острый коронарный синдром, то есть непосредственно на острый инфаркт миокарда. Еще около 10% людей умирают в первый год от осложнений, развившихся на фоне острого инфаркта миокарда. То есть это такая большая, огромная цифра, около 50% всего населения страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но большая просьба к нашему населению обратить внимание на свое здоровье и при возникновении таких симптомов, как это острая боль в грудной клетке, которая может иррадировать как в плечо, в лопатку, при возникновении острого приступа одышки, быстро обратиться в лечебное учреждение для оказания помощи, потому что чем дольше пациент находится дома, занимается самолечением, тем хуже прогнозы, которые имеются у данного пациента. 2 года назад в кардиологическом отделении была открыта палата интенсивной терапии, куда поступали пациенты, нуждающиеся в постоянном уходе и контроле летальных показателей. Здесь проводился тромболизис с пациентом и подготовка к транспортировке в российские клиники для дальнейшего хирургического лечения. Сейчас в республиканской больнице ведется строительство будущей реанимации на 10 коек. Таким образом, в больнице будут функционировать 2 полноценные реанимации. В настоящее время в условиях строящегося республиканского сосудистого центра эта палата переоборудуется, здесь идут ремонтные работы по усовершенствованию, проведению кислородных точек, распределению
скажем так, источников питания и так далее. И в будущем здесь будет располагаться реанимационная палата, реанимационный зал для кардиологических пациентов с острым коронарным синдромом, с нарушением мозгового кровообращения, которые будут экстренно поступать в нашу больницу для решения этих вопросов, в общем-то, собственно, для лечения дальнейшего в рентгеноперационной. Первую позицию в списке 10 главных причин смертности во всем мире вот уже 20 лет занимают сердечно-сосудистые заболевания. К сожалению, Абхазия не исключение. Ежегодно для проведения операции в Россию выезжает около 700 пациентов. Финансирование осуществляется государством, а это дорогостоящая медицинская процедура. Вот почему и Минздрав, и абхазские врачи настаивали на открытии сосудистого центра. Тем более, что подготовительная работа для его открытия уже проделана. Хотели максимально сократить количество пациентов, которые выезжают за пределы республики. Мы знаем, что по этому направлению, по проблемам сердца и сосудов выезжают в год около 750 человек за пределы республики. Представляете, какое количество пациентов? Как-то осуществляя один перевод, согласовывая с нашими коллегами из одной из клиник, с которой мы сотрудничаем, перевод был сложный, пациент был тяжелый. И в процессе общения с одним из руководителей клиники я сказал, что когда-нибудь мы сумеем прекратить отток наших пациентов в другие клиники из республиканской больницы. И, возможно, наладим даже реверсивное движение в республику пациентов из других стран. Он на что, конечно, улыбнулся, но пожелал нам удачи. И мы сегодня видим такую картину у нас по направлениям сосудистой хирургии, общей хирургии, бариатрии, челюстно-лицевой хирургии. У нас уже мы видим, что пациенты из Российской Федерации приезжают и оперируются у нас в нашем учреждении. Один сосуд стентировать, длина, какой вид стента. Все зависит, конечно, от самого материала и от насколько сосуд поражен, сколько стентов ставить. Там может выходить на одного пациента, это может быть и 50 тысяч, может быть и 200 тысяч. Все зависит от уровня поражения. Есть пациенты, которым потребуется, кроме стентирования, установки стента в сосудах сердца, коронарных артерий, также может понадобиться установка стента нижней конечности. Также может быть в сонной артерии установка стента. Тут сложно прогнозировать, но, к сожалению, да, это дорогостоящие расходные материалы, это большое тяжелое бремя для государства, будет для Министерства здравоохранения, но выхода, к сожалению, по нашему видению, мнению, другого нет, потому что те, которые пациенты выезжают за пределы Абхазии, они тоже чаще всего Министерство здравоохранения за них оплачивает, порой даже и больше расходных материалов, и койко-место, и все это рассчитывается, порой даже больше денег нужно на одного пациента. Имея здесь это у нас в Абхазии, нам было бы проще этим пациентам оказывать помощь. У нас в плане кадров проблем не будет, в плане, кто будет эту операцию делать. Да, штаты надо расширять, штаты и реанимация нужна будет, и анестезиологи, и реаниматологи, которые будут дежурить. Это все нам нужно будет необходимо наращивать. Строительство специального помещения для аппарата ангиографии началось на территории республиканской больницы еще в марте. Такого масштаба стройка не проводилась здесь уже очень давно. Строительство осуществляется за счет республиканского бюджета. Работы ведутся в строгом соответствии с техническим заданием и необходимыми проектными решениями. В строящемся объекте требуется особая система вентиляции, рентгенозащитные двери, окна и панели. Поскольку строительные работы начались раньше положенного срока и ведутся в ускоренном режиме, окончательная сумма средств будет озвучена по завершении подготовки проектно-сметной документации. Маршрутизация пациентов в больнице будет осуществляться следующим образом. На карете скорой помощи пациент поступает в приемное отделение, затем по коридору доходит до сосудистого центра. Мы сейчас находимся уже
в здании сосудистого центра. Совершенно новое, оно построено с нуля. Вы видите, что установлена вентиляционная система. Здесь вентиляционная система особая. Также установлены электрика, провода и система кондиционирования. Пациент, попадая сюда, будет, если ему нужна какая-то краткая предоперационная подготовка, у нас есть помещение, в которое эта предоперационная подготовка будет проводиться. И далее он попадает в операционную сосудистого центра. Здесь у нас технические помещения, в которых будет обрабатываться инструментарий, ну и так далее. В общем, комплекс технических помещений. Здесь будет располагаться пультовая. Через это стекло врач-реаниматолог, в частности, да, и средний медперсонал, они наблюдают за процессом, который будет происходить уже в операционной. Там будет хирург. Вот. Сейчас мы с вами пройдем уже. Это все стены защищены особой штукатуркой. Они покрыты особым веществом, которое не пропускает рентгенологическое излучение. Операционная будет располагаться здесь. Вот здесь будет стоять стол и вся рентгенологическая установка, которая называется ангиографом. Все это будет располагаться здесь. И все эти операции будут происходить в этой операционной. Это основной блок. Сейчас мы наблюдаем внутренние ремонтные работы. Здание сосудистого центра с улицы. Вы видите, что уже установлены окна. Покрашен фасад здания. Также закончены кровельные работы. Снаружи практически вот осталось несколько окон поставить и привести в порядок прилегающую к сосудистому центру территорию. В принципе, вот на таком этапе сейчас все находится. Снаружи, ну, практически, наверное, все завершено уже. Остались небольшие работы. И мы надеемся, что скоро мы получим уже работающий, функционирующий сосудистый центр, в котором так нуждаются наши граждане. Вы знаете, что во время туристического сезона количество гостей доходит до 2 миллионов во время сезона. Ну, естественно, обращаемость также увеличивается кратно. У нас количество таких пациентов возрастает. И мы испытываем такую острую необходимость в том, чтобы максимально быстро запустить этот сосудистый центр. Сам аппарат ангиограф уже приобретен и доставлен в республиканскую больницу. Стоимость оборудования составила 100 миллионов рублей. Его приобрели на средства российской помощи. Для обслуживания эндоваскулярной службы требуется около 40 штатов. Это дополнительные 10 миллионов в год. По словам руководителя больницы, это необходимо для эффективной работы центра, ведь здесь будут проводить сложные и прогрессивные операции. Недавно в Абхазию приезжал генеральный директор Центра кардиологии имени академика Чазова Сергей Бойцов. Минздрав республики достиг договоренности о том, что центр на первых порах делегирует своих специалистов в Абхазию. Все, что происходит сегодня в здравоохранении, в частности в Республиканском сосудистом центре, находится на контроле у президента Республики Абхазия Бадыра Зурабовича Гумба. Вы знаете, что первый зам руководителя администрации президента Сергей Владимирович Кириенко приезжал, эти вопросы обсуждались, приезжал и министр здравоохранения. Это такая работа, которая проводится уже на территории республики какое-то время. Вот. На самом деле это очень нужное направление, которое крайне необходимо нам, гражданам нашей республики, гостям, которые находятся на территории, потому что в год более 700 выездов за пределы Республики Абхазия. Это коронарография, стентирование и последующая реабилитация в условиях российских стационаров. Эти все вещи не были на территории Республики Абхазия за все послевоенное время, поэтому сейчас все эти вопросы реализуются и уже выходим на финишную прямую по стройке. Это первый такой опыт строительства на территории республиканской больницы. Мы с нуля строим полноценное здание, это эндоваскулярная операционная. Там будет установлен ангиограф, который был подарен, средства были переведены из Российской Федерации. Далее дополнительное оборудование, которое уже пришло в эту службу. Это большой комплекс вопросов, которые вообще надо закрыть. Это не просто поставить ангиограф, и он заработает. Это, во-первых, энергетическая защита, это специальные надо мощности туда подвести. Это первое.
Второе, значит, кадровый потенциал. Это большой такой технологический процесс, который надо поэтапно все это дело проходить. Сейчас уже ситуация выходит на финишную прямую, уже закуплены расходные материалы, часть каких-то элементов также сейчас находится в работе, ждем поставку. Мы говорим о том, что будет весь спектр закрыт. Так мы планируем на территории Республики Абхазия. Это коронарография. Это большой объемный труд, на самом деле, который благодаря профильным специалистам разных направлений это все дело заработает. Поэтому ждем открытия. Я думаю, что не 1000 жизней в будущем будет спасена. Коллега министра здравоохранения Российской Федерации Михаил Альбертович Мурашко также он ситуацию эту держит на контроле, мониторит. Мы все ждем открытия, поэтому и российские коллеги, и абхазские коллеги все нацелены на то, чтобы максимально в республике оказывать этого рода помощь, которую именно хирургическая никогда не было в республике. За что отдельная благодарность нашим коллегам. Основные возможности ангиографа – это визуализация сосудов. Он позволяет получить детальное изображение сосудов, включая их структуру, размеры, наличие и степень сужения, а также анатомические особенности. Исследование позволяет оценить скорость и направление кровотока, выявить наличие тромбов или других препятствий для кровообращения. Ангиография позволяет диагностировать заболевания путем использования контрастного вещества для выявления аномалий. Для начала мы планируем работать на сосудах сердца, так называемых коронарных артериях. Далее и сосуды верхних и нижних конечностей, так называемая баллонная ангиопластика. Далее мы планируем, что будем заниматься проблемами и сосудов головного мозга. Я, кстати, был очень удивлен, когда наши коллеги говорят, что даже при кровоточащих язвах можно эмболизация, так называемая эмболизация сосуда. Да? У нас, вы знаете, что есть такие заболевания грозные, как язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки, когда поврежденный сосуд вызывает кровотечение желудочно-кишечное. И сегодня есть такая возможность этот сосуд закрыть изнутри. Также при гинекологических операциях. То есть спектр деятельности широкий. Очень широкий. И при онкологических заболеваниях можно использовать. И причем такими операциями владеют наши хирурги тоже сосудистые. Современные технологии двигают медицину к новым открытиям и качественному обслуживанию населения. С помощью компьютерных технологий стало возможным оказание помощи больным на расстоянии. В республиканской больнице активно используют телемедицину для проведения онлайн-конференций, собраний, обучения, быстрого обмена научными открытиями, экстренных комиссий по пациентам. Открытие сосудистого центра, оснащенного инновационным оборудованием, это еще один шаг, выводящий нашу медицину на новый уровень. Я неоднократно уже говорил, что на территории республиканской больницы строится и детская больница. Это такой медицинский кластер, куда приезжает пациент, которому нужна медицинская помощь, и эта помощь будет оказываться на месте. Мы говорим о том, что нам нужна медицина катастроф. Это такое направление, которое мы давно говорили, это в подвязке именно с коронарным синдромом, когда нам нужно оперативно реагировать и правильно логистически доставить пациента. Да, это может как-то так звучит, что это там в планах, в будущем и так далее, но мы эти вопросы тоже уже сегодня начинаем решать для того, чтобы эта ситуация уже... Ее надо правильно поставить на рельсы, чтобы она уже работала. Тут еще другие вопросы централизации наших лечебных учреждений. Это настолько все взаимосвязано, что если на каком-то этапе мы неправильно сорганизуем вообще доставку пациента, это будет не совсем верно. Поэтому все этапы мы отрабатываем заранее. Когда происходят в республике те вещи, которых не было, это прорывные технологии в том плане, что эндоваскулярная хирургия, она не просто этот аппарат и работа на этом аппарате с кардиологической патологией. Очень большой объем работы может выполнять данного вида оборудования. Я думаю, что время покажет, насколько он крайне был необходим. Я считаю, что в правильном направлении идет медицина. Благодаря помощи лично нашего руководителя Бадры Зурабовича
ГУМБа, поэтому он владеет всей полнотой информации, на каком этапе все это находится и когда все это будет реализовано. Огромные возможности, это выводит уровень нашей медицины уже на более высокий, скажем так, уровень. Мы сможем выполнять уже высокотехнологичные операции, там, оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь. Уже на пути к этому и достаточно немного осталось подождать. Мы сможем делать это сами и уже не отправлять своих пациентов в Россию, а самостоятельно с этим справляться и успешно их лечить. Открытие эндоваскулярного отделения в Абхазии – это без преувеличения исторический шаг в развитии нашей медицины. Раньше нашим гражданам приходилось выезжать там, в соседние регионы, получать эту помощь, что было долго, дорого и не всегда оперативно это получалось. А сейчас мы имеем возможность оказывать эту помощь так же качественно и по таким же последним мировым стандартам здесь. Я считаю, что это очень важное решение и важный этап в развитии нашего здравоохранения, потому что само количество пациентов и сложность течения этих заболеваний говорит нам о том, что уже давно такая проблема у нас назрела, и давно эти вопросы нужно было решать. И сегодня, слава богу, что нам практически уже удалось эту проблему решить, потому что заболеваемость, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний во всем мире, она на первом месте. Абхазия не является исключением. Очень много пациентов. Мы видим, что заболевания, к сожалению, молодеют, и в том числе и инсульты, и инфаркты. И нам просто это было необходимо. Сейчас строительство Республиканского сосудистого центра вступило в активную фазу, ведь его открытие ожидается уже этой осенью. Итак, совсем скоро откроется Республиканский сосудистый центр, который позволит больным с коронарным синдромом проводить хирургическое вмешательство на месте. Врачи надеются, что это позволит намного сократить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и вовремя диагностировать болезнь. На этом я прощаюсь с вами. Будьте здоровы и до новых встреч!